Этот эфир мы разделим на 3 части. Думаю, что все 3 части вам будут интересны. По крайней мере, я надеюсь на это. Раз уж мы с вами, я имею в виду некоторых ингушей, на протяжении долгого времени пытаемся вернуть исконно ингушские территории и колыбель ингушского народа, то есть город Владикавказ и пригородный район, как историческую родину наших достойных предков, я хотел бы напомнить, что тут надо провести маленький экскурс и уточнить, что причиной отчуждения исконно ингушских территорий Российской империи явилось их географическое расположение, имевшее стратегическую и военную важность для новопришедшей империи на Кавказ. Увы, для империалистов, потомки воинственных алан и наследники нарского эпоса Вайнахи, имевшие свою многовековую культуру и архитектуру, исповедовавших ислам, но оказавшихся в меньшинстве из-за истребительных войн за честь и господство на своей земле, вселяли страх и неуверенность в их покорстве. Именно поэтому в 1784 году была возведена русская крепость Владикавказ на ингушской земле, после чего начался процесс заселения этой крепости природными россиянцами, беглыми казаками и безземельными осетинами под защитой русских военных, а ингушское население вымывалось из близлежащих аулов. Ингушские земли были заселены людьми, не имевшими никакого отношения к Северному Кавказу и уж тем более к ингушским территориям. Словно острый клин вбитый в самое сердце Ингушетии. Россия уже на протяжении многих веков соблюдает очень опасные традиции. Платонический империализм и платонический колониализм. Но уроки истории показали, что она давится своим империализмом на протяжении этой истории. Возвращаясь к сегодняшнему дню, коль мы затронули эту тему, я хотел бы довести до наших зрителей, что в качестве катализатора этнической чистки ингушей в 1992 году в городе Владикавказе и прилегающей к нему пригородном районе Западной Ингушетии явилась мина, заложенная тем же царским режимом, а позже уже и сталинским режимом. Конфликт 1992 года тлеет до сих пор и может сдетонировать любой день, а дирижерская палочка и кукловоды находятся в Кремле. Они и сейчас находятся в Кремле, они и тогда находились в Кремле. То есть, к чему я веду? Если кукловоды находятся в Кремле, тогда и сегодня, значит, в первую очередь надо рассматривать решение этой проблемы или происходящие там процессы, или конфликт, который снова может вспыхнуть с точки зрения политической конъюнктуры того, что происходит сегодня в Кремле и какие телодвижения или заявления сделает Кремль и особенно ее хозяин по вопросу возвращения отторгнутых ингушских территорий, незаконно находящихся в составе Северной Осетии, столица которой и была возведена в 1784 году на месте ингушского села Заурово, как я ранее и говорил об этом. Несмотря на плачевное состояние этих обстоятельств, имеется в виду мой анализ, мы должны активизировать нашу политическую борьбу согласно законам Российской Федерации, по которым мы имеем полное право на свободу слова и выражения своей гражданской позиции, если она не противоречит основному закону этой страны. То есть пикеты, флешмобы, видеообращения, жалобы и заявления во все органы власти Российской Федерации, а также все правозащитные организации Европы, включая ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, футболки с изображением карты Западной Ингушетии, чайные наборы, кофейные кружки, декоративные настенные календари с изображением карты Ингушетии 1924-1944 годов, с выделением на них крупным планным шрифтом города Владикавказ как столица ингушской автономии до ее незаконного упразднения и незаконной передачи Владикавказа Северной Осетии, запускать хэштеги в социальных сетях с требованием возврата всех ингушских территорий, незаконно находящихся в составе Северной Осетии, создать петицию с требованием исполнения закона о реабилитации репрессивного народа, а также стикеры, наклейки на авто, небольшие баннеры на своих балконах с теми же требованиями. Необходимо наполнять социальные сети информацией о событиях этнической чистки по национальному признаку, заранее спланированной руководством Северной Осетии и администрации Ельцина осенью 1992 года.
о насильственном выселении чеченцами ингушей в 1944 году в Сибири и Казахстан, депортацию карачаевцев, балкарцев, крымских татар, немцев по Волжье, народов Прибалтики и последовавший за этим сталинский геноцид 13 народов. Эта информация должна исходить отовсюду. Репосты, ретвиты, комментарии. Информация должна исходить из каждого утюга. Чтобы каждый и миллионы людей знали об этих ужасных событиях и кругов ада, через которые пришлось пройти этим народам. Чтобы весь цивилизованный мир знал о том, что власть в России игнорирует эти чудовищные преступления, за которые она должна нести ответственность. Все это и многое другое будет свидетельствовать для федерального центра о нашей непрекращающейся политической борьбе за восстановление исторической справедливости. Только для этого нужна воля, а не просто желание. И знайте, что только в борьбе вы обретете право свое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч.